Ос-Багатар – аланский осетинский военачальник, происходивший из знатного царского рода Ахсартаговых, Ахшартакатов, в грузинских источниках, которые фигурируют как Ахасарпакиане. Жизнь Ос-Багатора приходится на XIII век, время монгольского опустошительного завоевания Кавказа. Ос-Багатор, будучи властителем Восточной Алании, исходя из сложившейся ситуации, уходит со своим войском вглубь Центрального Кавказа. В грузинских письменных источниках говорится о том, что Ос-Багатор и его войско, перейдя южные склоны Кавказских гор, благополучно завоевывают крепость Гори и его равнинные окрестности. Произошло данное событие в 1292 году, и это стало частью его попытки восстановить аланскую государственность. Стратегические пункты в грузинских исторических областях Рачи и Имеретий были также захвачены Ос-Багатором, чтобы обеспечить контроль над горными перевалами из Алании в Грузию. Здесь было основано несколько крепостей. Развалины одной из них на берегу реки Риони до сих пор известны в Грузии под названием Ос-Багатрис-Дзегри, буквально крепость Ос-Багатора. Погиб Ос-Багатор в 1306 году. После его смерти грузинский царь Георгий V Блистательный вернул контроль над городом Гори. Академик Васо Абаев связывал историческую личность Ос-Багатора с героем нардского эпоса Батразом. В некоторых вариантах осетинских нардских сказаний говорится о том, что именно Батраз завоевал крепость Гори. В 1946 году в горном селении Нузал Алагирского района Северной Осетии проводились раскопки часовни. В полу часовни был обнаружен каменный ящик. В нем находился скелет мужчины с погребальным инвентарем. Проводя исследования, ученые установили, что покойный принадлежал какому-то высшему военному сословию. Большинство из них пришли к мнению, что данные останки принадлежали именно Ос-Багатору. На основе черепа, обнаруженного в Нузальской гробнице, было восстановлено лицо погребенного.